Молодой педагог Зоя Пашина спрашивает, какие льготы и стимулирующие выплаты полагаются молодому специалисту-педагогу, работающему в сельской местности. Безусловно, полагаются. В части социальных мер поддержки по оплате за услуги жилищно-коммунальные и плюс еще доплаты, компенсирующие за счет фонда по оплате труда. Это то, что касается педагогических работников, которые проживают в условиях сельской местности или в поселках городского типа. Значит, на сегодняшний день на территории Республики Коми принят 55-й закон о социальных мерах поддержки населения Республики Коми, в котором прописано, что педагогические работники муниципальных или государственных учреждений образования, которые проживают в сельской местности или в поселках городского типа, имеют льготы на следующие виды компенсаций. 100% они получают компенсации по найму жилого помещения. Дальше 100% у них есть компенсация на оплату услуг по отоплению и по освещению. И еще им полагается доплата за содержание и ремонт тех жилых помещений, которые они используют. На территории муниципалитета у нас также принято постановление номер 758 об оплате труда педагогических работников. Это мера, которая распространяется на молодых специалистов. Значит, на сегодняшний день доплата педагогам, которые прибывают сразу после получения образования, либо высшего профессионального, либо среднего профессионального, сразу же после его окончания или в первые 3 года получают доплату, если это не в сельскую местность, или не в поселок, то получают доплату 25%. Эти же молодые специалисты, которые после окончания и получив высшее образование или среднее профессиональное образование с отличием, они получают уже эту доплату до 30%. Если педагог, молодой специалист, прибывает сразу после окончания или в течение 3 лет на работу в учреждение, которое расположено в сельской местности или в поселке, то они получают доплату 35%. И доплату в размере 40% получает молодой специалист, который получил высшее профессиональное или среднее профессиональное образование с отличием и прибыл тоже для прохождения работы, для своей дальнейшей педагогической деятельности в сельский населенный пункт, либо же в поселок. Вот сегодня такие льготы у нас предусмотрены именно для молодых специалистов.